Здравствуйте, в эфире программа «Интервью дня». Сегодня у нас в гостях в студии представители Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Российской Федерации. А это Батарбек Мусаевич Малиев, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник. Здравствуйте. Здравствуйте. Также Алексей Владимирович Казаков, главный фтизиопедиатр Центрального федерального округа, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник. Здравствуйте. Здравствуйте. Вероника Александровна Агапова, врач-методист, специалист отдела социально значимых заболеваний. Здравствуйте. А также Олег Александрович Карамангуш, главный врач противотуберкулезного диспансера Республики Тыва. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые гости из столицы нашей страны, для каких целей вы приехали в нашу республику? Здравствуйте еще раз, уважаемые телезрители. Мы приехали в вашу республику в связи с тем, что произошла чрезвычайная ситуация по детскому туберкулезу в отдаленном районе. И несмотря на то, что уже и местные специалисты расследовали этот случай, а также специалисты из Новосибирского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, Минздрав России посчитал необходимым, чтобы головное учреждение по фтизиатрии и инфекционным заболеваниям произвело свое расследование и доложило министерству о том, что же привело к такой ситуации в республике, какие меры были приняты и какие ожидаются результаты проведенной работы. Какие-то предварительные результаты есть? Что вы увидели своими глазами? Своими глазами мы увидели, что для небольшого компактного района, в котором проживают 7 тысяч человек, эта ситуация стала очень неожиданной и очень больной. И люди, не только медики, не только глава муниципалитета и его окружение, но и весь район проникся ситуацией и поспособствовали тому, что в очень короткое время, на сегодняшний день это 96,6% населения взрослого и детского прошли профилактические флюороосмотры и другие методы профилактических осмотров подростки и дети на туберкулез. Это настолько нас поразило, настолько эта беда сплотила всех в районе, что они показали невиданную результативность по обследованию населения этими методами на туберкулез. И были, конечно, дополнительно выявлены среди контактных больные и взрослые, и дети. Сейчас они лечатся. Об этом скажет больше, конечно, Алексей Владимирович. Он этим занимался более плотно. Алексей Владимирович. Да, спасибо, Батарбек Мусаевич. Проблема, с которой мы сюда приехали, да, для ознакомления с этой проблемой, Батарбек Мусаевич сказал, конечно, это ЧП, прямо скажем, да, с последствиями которых, и самое главное, для того, чтобы это больше не повторялось, в том числе и наш визит с этим связан. Конечно, проведены все необходимые мероприятия, да, до нашего приезда уже были в кратчайшие сроки обследовано практически все население. На сегодняшний день уже за теми чабанами, да, пастухами, которые не были обследованы, потому что они не находятся в районе, да, в Кужуне, также с силами администрации, совместно с силами медицинской службы были осуществлены выезды, они обследованы доступными методами для таких выездных случаев, и ситуация сейчас находится под контролем. Те же дети, к сожалению, которые были выявлены больные, да, они проходят сейчас лечение в вашем республиканском центре противотуберкулезном, получают самое современное, да, и правильное лечение. Это тоже мы с этими детьми, со всеми я повидался. Оценили мы правильность назначенного лечения. Здесь вопросов нет к нашим коллегам. Коллеги работают на достаточно высоком уровне, дети получают лечение, переносят его хорошо. И я думаю, излечение у всех будет достигнуто. В этом я даже уверен. Да? Но сроки лечения, конечно, таких детей, они
так скажем, в нашей специальности, они несколько удлиняются, то есть от 3 до 6 месяцев лечения они будут получать в стационарных условиях. Это необходимо. Я это хочу сразу сказать, чтобы все понимали, что туберкулез такое заболевание, которое, если возникает, лечение, оно достаточно длительное, но если оно выявляется на ранних стадиях, свежий процесс, то и лечение это эффективно в 95% случаев. Олег Александрович, вы все-таки представитель нашего региона, да? Что стало причиной вспышки заболевания? Ну, конечно, спасибо коллегам, что приехали к нам, потому что нам, специалистам, потому что ситуация в регионе очень напряженная по туберкулезу, в связи с тем, что у нас даже ковидное время, которое у нас было, да, это ковидное время сказалось, и тем самым мы за первый квартал, да, за это время мы увеличили профилактический осмотр, да, тем самым увеличилась и заболеваемость по туберкулезу. Но, конечно, темпы нужно наращивать, потому что ситуация, которая произошла в Кажуне, это чрезвычайное происшествие, которое недопустимо, потому что дети заболевают, конечно, от взрослых. Такой негативный показатель, что говорит о том, что нужно усиливать это профилактический осмотр, усиливать агитационную населению, чтобы они понимали, что свое здоровье это в своих руках, и нужно обязательно проходить ежегодные флюорографические осмотры, да, и следить за своим здоровьем, потому что всей республикой, всеми жителями мы можем победить туберкулез. У нас весь потенциал для этого есть. И материально-техническая база, и лекарственное обеспечение, да, и огромное спасибо, что у нас и Новосибирский НИИ приезжал, и кураторы сейчас приехали, да, направляют и понимают, что в каком направлении нам двигаться, чтобы нам победить и разрешить эту ситуацию в республике. Так все-таки причина какая? Причина основной, да, является то, что, конечно, да, ковидное время, когда у нас были основном ограничительные, да, мероприятия, да, те люди, которых они проходили, да, сейчас, которых мы уже находим и активно выявляем, то есть увеличиваем число населения, которое проходит профилактический осмотр, тем самым, конечно, увеличивается и заболеваемость. То есть тем самым, что это активное выявление, но, конечно, мы призываем, что тот процент, который мы выявляем, нужен 100%. То есть всю республику, чтобы они проходили, тем самым, конечно, будет увеличение. Мы говорим об этом, но это говорит о том, что мы в правильном направлении, что нужно выявлять это всех, не тех, кто не охватился профилактическим осмотром, тем самым выявить на ранних стадиях, потому что туберкулез на ранних стадиях поддается лечению и излечим от туберкулеза. Олег Александрович, пожалуйста, дайте мне тоже вставить слово, потому что конкретный вопрос, конкретный ответ. Дело в том, что не вовремя выявленный случай у мамаши. Вот причина. Туберкулез у мамаши не вовремя выявленный. То есть один человек в семье заражает всю семью. Да. Это как и не только всю семью, все окружение. Какие еще существуют меры для того, чтобы вообще бороться с туберкулезом, кроме флюорографии, кроме там, например, там добровольного, может быть, прихода к врачу, да? Еще какие? Я, наверное, скажу. Прежде всего, мы уже говорили сегодня на встрече с председателем правительства, что только на 15% успех борьбы с туберкулезом зависит от медиков. В большей степени он зависит от настроенности самого населения заботиться о своем здоровье. Очень важно каждому человеку помнить, что обследование на туберкулез должно быть регулярным, особенно когда они проживают в регионе, где заболеваемость на сегодня очень высокая, туберкулеза много, любой кашляющий человек может стать источником заболеваемости туберкулезом. При этом стоит понимать, что выявленный больной, он не виноват в том, что он заболел. Поэтому как-то к нему относиться как к изгою нельзя. Нужно помочь ему. Если это член семьи, помочь ему выздороветь. Если это родственник или знакомый или сосед, то же самое, поддержать его семью. Но если вы уже знали, что вы проконтактировали с больным, который кашляет, вы не знаете, есть у него туберкулез или нет. Кашель – это симптом, который может быть при самых разных заболеваниях. Но, тем не менее, лучше дополнительно пойти к врачу и обследоваться. Мы говорили сегодня, что сейчас
кратность обследования населения будет увеличена. Это необходимо, потому что уровень заболеваемости высокий. Вот чтобы не повторилось таких ситуаций, какая была в Чахольском районе, нужно, чтобы все люди регулярно проходили на обследование. Есть разные методы обследования, и туберкулезная служба, и наши коллеги из первичной лечебной сети, из поликлиник, они решат, каким образом лучше обследоваться. Но каждый человек абсолютно должен знать, что раз в год он должен прийти на обследование. А люди, у которых есть хронические заболевания, которые больше подвержены риску болезни, которые чаще контактируют с кашляющими больными, это медики, это люди, которые работают в школах, в детских садах, вообще в организациях, работающих с детьми, они должны обследоваться чаще, потому что они контактируют с большим числом людей. Вот. Для этих людей мы договорились, что обследование будет два раза в год. Что влияет на вообще человека, который может заразиться? Это там курение, правильно? Что еще? Ну, курение – это один из факторов таких риска, который может причина возникновения туберкулеза? Это инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. И только воздушно-капельным путем. И вот как коллега сказала, значит, если кто-то рядом кашляет, то должна быть настороженность. А вдруг? И поэтому пойти к врачу и посоветоваться вот так и так сделать. Или флюорографию, или есть другие методы, более щадящие. Сейчас это для взрослых диаскин-тест, для детей с 7 лет и старше тоже диаскин-тест. Для малышей там туберкулин, но это уже решает специалист на месте. Экология может влиять? Экология, но мы обратили внимание, что здесь много дыма, смог, который идет от того, что люди пользуются углем, правильно? Это правильно, да. Правильно. И вот этот смог, который перекрывает все, конечно, он оседает и на дыхательных путях. Конечно, там и не только полевые частицы, там могут и разные заразные вещи, это тоже, конечно, может. Вот. Социальный образ жизни, конечно, люди, злоупотребляющие алкоголем, наркотиками, они тоже в группах риска. Конечно, большое значение имеет полноценное питание. Все компоненты, это и белки, и углеводы, и жиры, чтобы они были равномерно, значит, употреблялись, и чтобы в организме был иммунитет. Какие выводы сделали по вашему приезду? Мы в Кызыле посмотрели 2 поликлиники. Первую и вторую – это общая лечебная сеть, с которой начинается вопрос раннего или своевременного выявления туберкулеза. И мы хотели ознакомиться, как здесь они работают, какие у них есть рычаги воздействия на ситуацию, чтобы охват населения был больше. Люди стараются, но есть проблемы. Проблемы, связанные частично с самим населением, о которых говорили, что нежелание обследоваться. Есть такая категория населения, 2 и более года не прошедших обследований, среди которых в 3-4 раза больше заболеваемость туберкулеза, потому что они вовремя не обследуются, и это накапливается. Таких людей достаточно много, около 10-12%. Это достаточно большое количество. И кроме того, вот группы риска, о которых было сказано, это больные с хроническими заболеваниями, сахарный диабет, там достаточно много, там декретированные контингенты. Среди них тоже должно быть 100% обследование. Это тоже не везде получается. Поэтому мы настроили коллективы этих лечебных учреждений первичного звена для того, чтобы они эту работу по раннему выявлению начинали именно с этих групп риска и с людей, которые 2 или более года не обследовались, а потом все остальное население. Или параллельно с ним, но чтобы они и о них не забывали. А какие первые вообще симптомы у туберкулеза?
Как можно распознать? Позвольте мне, да, первое, о чем нужно помнить, что на начальных этапах развития даже уже заболевания туберкулез чаще всего бессимптомный. То есть, когда мы выявляем или у взрослых, или тем более детей уже симптомы в виде там, кашля, да, слабости, повышения температуры, одышки, это уже значит, что поражено достаточно большой объем легких, да, может быть, даже другие органы, я уже не говорю о таких осложнениях, как туберкулезный менингит со своей клиникой. Поэтому в этом и заключается, да, основной принцип нашей вот медицины, которая причем получила самую высокую оценку, в том числе скажу, что работа по раннему выявлению туберкулеза у детей и подростков признана Всемирной организацией здравоохранения в 2018 году лучшей в мире для борьбы с туберкулезом у детей и подростков. Что она подразумевает? Что мы должны уже не болезнь даже выявлять, а выявлять состояние, которое вот-вот приведет к болезни. То есть так называемую латентную туберкулезную инфекцию. Для этого в нашей стране у детей применяется иммунологический скрининг. То есть до 7 лет это проба МАНТУ с 2 туберкулиновыми единицами всему детскому населению, да, 1 раз в год. Если это группы риска, о которых говорила Вероника Санна, это 2 раза в год. То есть это со сниженным иммунитетом, с хроническими заболеваниями, не дай бог ВИЧ-инфекция у ребенка, это 2 раза в год. И после 7 лет это тоже иммунологическая проба, уже с более чувствительным методом, который позволяет не просто определить, инфицирован ребенок или нет, или это после БЦЖ у него проба положительная МАНТУ, но позволяет определить латентную туберкулезную инфекцию или уже по некоторым данным наших коллег предзаболевание. То есть диаскин-тест показывает, знает ли иммунитет уже о размножающейся микобактерии туберкулеза где-то там на микроуровне. То есть, конечно, не будет ни кашля, ни даже рентгенологической картины. И поэтому важно в этот момент ребенка выявить, когда у него только начинается процесс, и назначить профилактическое лечение, которое не позволит развиться заболеванию. То есть вот те в большей степени клинические симптомы, которые развиваются, они, конечно, взрослые должны за собой следить, особенно которые не проходят флюорографию. О чем говорили мои коллеги, это вот кашель, да, недомогание, субфибрилитет, и это все на протяжении достаточно длительного времени. То есть за 2 дня, например, бывает так, что человек там простыл, да, у него температура, кашель, это объяснимо, да, это ОРВИ, это бронхит, может пневмония, да, это короткий промежуток. Но если человек замечает, что он на протяжении месяцев, да, нескольких недель, месяцев уже чувствует эту слабость, похудел он, да, у него появилось покашливание, даже не кашель, да, боли в грудной клетке, может быть, субфибрильная температура, это уже настороженность тому, что у него что-то длительно текущее, да, не острое заболевание, что-то длительно текущее. И здесь, особенно если он вспомнит, а я-то флюорографию не проходил уже больше года по разным причинам, да, или больше 2 лет тем более, потому что я работал там где-то на удалении, да, был в командировках, пас скот и так далее. Если это ответственный человек, он сразу обратится к врачу для обследования. А сколько должно пройти времени, чтобы от попадания палочки Коха в организм и до первых симптомов? Да, это очень хороший вопрос. Это все очень индивидуально, зависит от количества попадания. Если, например, рядом находится больной с бактериовыделителем, который миллионы, миллиарды микобактерий с каждым, да, кашлевым своим или просто с дыханием выделяет, здесь этот срок, он тоже не будет в днях измеряться, тоже это будет в неделях измеряться. Если же это... Это продолжительно. Да, потому что и было массивно. Если это попадание было небольшого количества одномоментное, то этот процесс может на несколько месяцев и даже на несколько лет растянуться. У нас, например, в детской вот сейчас нормативной документации, если дети из контакта, из очага смерти больного туберкулезом, то они наблюдаются усиленно фтизиатром 5 лет. То есть вот микобактерия, которая попала 5 лет назад, больной умер, да, она вроде больше не попадает уже в ребенка, но все равно риск заболевания, вот он сохраняется на протяжении этих лет, он повышенный. Поэтому здесь опять, я говорю, вот этот временной промежуток, он достаточно растянутый, и не надо расслабляться. Поэтому важно регулярно прохождение профилактических осмотров. Но, как правило, в среднем это 3-4-5 месяцев. Поэтому наше предложение такое, чтобы ежегодно перейти на ежегодное флюоробследование всего взрослого населения, а групп риска
два раза в год. Ну, смотрите, иногда вот бывает, да, вот сколько по работе пишут, что, например, человек идет на флюорографию, он предварительно знает, что он был контактирован, например, либо родственник дальний, да, но зная, что лечение, оно долговременное, осознанно не хочет проходить флюорографию. Что делать? Какие предложения у вас? Слово, еще раз слово. Слово – это великая вещь. Убеждать. Приводить примеры. Убеждать. Просто чем раньше выявлен туберкулез, тем легче его вылечить. И быстрее. И быстрее, да. Олег Александрович, а если у нас в республике такая напряженная обстановка с туберкулезом, хватает ли нам вообще кадров, специалистов, чтобы бороться с этой болезнью? Да, у нас принята региональная программа, да, о дополнительных мерах по туберкулезом на 23-25 годы. У нас там как раз стоит пункт, это земский доктор, да, чтобы у нас, да, конечно, специальность фтизиатрия, это такая узкая специальность, да, это уже такие герои туда приходят, потому что я в этой фтизиатрии работаю, и коллег я все говорю, что это чуть-чуть, это коллеги, которые с таким вдохновлением, это уже победители. Это очень такая серьезная, напряженная, организационная работа, потому что много времени тратится, это еще организационно, что это нужно, как Батырбек Мусаевич сказал, это убеждение, нужно некоторые пациенты это отказываются от лечения, кто-то от прохождения, и приходится проводить, конечно, беседы, уговариваем, конечно, соглашаются, это результат есть, конечно, да, но это тратится, и в связи с этим, да, земский доктор включен, это фтизиатр, да, и у нас, конечно, по земскому доктору фтизиатры в 2022 году у нас такие, как Байтайга, Чахольский и Танденский Кажун уже фтизиатры прибыли, они получили финансовые средства. В этом году у нас в Кахемском Кажуне фтизиатр прибыл, также будет получать 2 миллиона. И, конечно, востребовано по району фтизиатра. Эта программа работает и поощряется материально, чтобы была заинтересованность, потому что это фтизиатрическая, да, чтобы люди понимали, что есть поддержка и будущее этой профессии. В цифрах можете сказать, сколько у нас врачей-фтизиатров? У нас 67 по республике на данный момент. Это много или мало? Я как раз хотел попросить тоже слово в дополнение. Республика Тува, наверное, одна из самых, если не самая обеспеченная республика, территория по количеству врачей, фтизиатров на душу населения. И при том, что отрадно, половина или большая половина всех врачей – это люди до 30-35 лет. Такого молодого возрастного состава во фтизиатрии я ни в одной территории Российской Федерации не видел. Это радует. И вдобавок хочу сказать, что вот молодой главный врач Олег Александрович 1,5 года работает, и по тем действиям, которые были вот в этой чрезвычайной ситуации осуществлены и выполнены, естественно, под руководством Министерства здравоохранения, с поддержкой главы республики. Сегодня мы встречались с главой республики. Очень симпатичный человек. Он в теме, и он болеет душой тоже за ситуацию с туберкулезом в республике. Конечно, всем вместе удалось совершить героический поступок героическими усилиями. И просто мы в восхищении. Сколько времени пройдет, чтобы вот эта вот ситуация напряженная с туберкулезом в Туве, она как-то более-менее сгладилась? Ну, вот мы как раз сегодня говорили об этом на встрече с главой правительства и просили понять, что борьба с туберкулезом – это не процесс одного года. И это понадобится несколько лет, прежде чем заболеваемость начнет уменьшаться, и мы увидим плоды того, что мы сегодня предпринимаем. И первое время, когда будут учащены профилактические осмотры среди населения, то есть большее число людей будет обследоваться, и, естественно, мы большее число больных выявим. И первое время, и это обращение прежде всего к средствам массовой информации, нужно понимать, что это нормальный эпидемиологический процесс, что сначала заболеваемость повышается, число лиц, выявленных больных, тоже увеличивается, и только по мере того, как мы будем излечивать этих людей и
выявлять всех заразных больных, то есть всех больных, которые на настоящий момент опасны для окружающих. Следующий этап – мы будем выявлять больных, которые еще не выделяют микобактерии, но уже заболели. Эти больные тоже должны быть выявлены. И вот только после этого начнет постепенно снижаться заболеваемость. Мы увидим снижение детской заболеваемости и улучшение ситуации. Поэтому это трудно сказать, сколько лет пройдет, но то, что это не 1 и не 2 года, это точно. Уважаемые гости, последний вопрос. Как уберечься от каждого чиха, и каждый все равно себя не защитишь. Все-таки мы социальные люди. Первые меры – руки мыть, маски носить, может быть, еще что-то. Здесь, наверное, я отвечу на этот вопрос. Как говорил мой профессор, я сам из Омска, сибиряк Анатолий Васильевич Лысов, что здоровый человек туберкулезом вряд ли заболеет. То есть, если человек заботится о своем здоровье, если он правильно питается, он не курит, он занимается спортом, физической культурой, закаливается. Если с ним нет человека с бактериовыделением, то кратковременный контакт, он не опасен для него. То есть иммунитет, иммунная система микобактерию легко победит. Поэтому здесь, конечно, учитывая такую ситуацию, нужно думать и о себе тоже, и о своих близких, родственников, коллегах, кто рядом в контакте. То есть, если будут все делать те необходимые меры, которые не просто так взяты, я же сказал, что это лучшее, пожалуй, вот это скрининговое обследование населения, это лучшее в мире по борьбе с туберкулезом. Не все страны, практически таких нет, которые могут себе это и позволить, и это где внедрено. И грех этим не пользоваться, потому что это все бесплатное обследование, и лечение у нас бесплатное. Я хочу даже подчеркнуть, чтобы люди не боялись, что их заставят покупать какие-то лекарства, питание себе дополнительно где-то искать. Нет, все это обеспечивается. Питанием наши пациенты обеспечены, лекарствами обеспечены полностью. Здесь этого бояться не надо. Поэтому здоровый образ жизни, отсутствие других заболеваний. Но вот то, что вы сказали, к сожалению, не все люди здоровы. У всех есть то, о чем говорила Вероника Александровна, Батарбек Мусаевич, есть группы риска, которые, к сожалению, уже имеют или врожденную патологию какую-то, или состояние с иммунодефицитом тоже, или врожденное, или ВИЧ-инфекция, и другие бывают, различные состояния. Здесь, конечно, человек должен понимать, что он в группе высокого риска, и относиться к этому тоже ответственно, знать, что он должен проходить не раз в год, а 2 раза в год обследование. То же самое с детским населением. Если у ребенка какая-то патология имеется, которая предполагает 2-кратное обследование, это нужно делать. Но сейчас на ближайшие 3 года мы порекомендовали всем взрослым, кроме группы риска, 1 раз в год флюорографическое обследование, группы риска 2 раза в год обследоваться, может быть флюорографически, может быть иммунологически, а дети все тоже 2 раза в год должны быть обследованы на ближайшие несколько лет. Можно я дополню? Просто пользуясь возможностью, хочется обратиться ко всем слушателям, которые нас слушают. Просто помните, что любые признаки недомогания длительного, то, что сказал Алексей Владимирович, у вас кашель какой-то непонятный. Если вы курите, у вас привычный кашель, но характер этого кашля изменился. Если у вас немотивированная слабость, вы приходите с работы, вам вообще ничего не хочется делать, и это не обычное для вас состояние. Если небольшое повышение температуры тела, вы потеете сильно, особенно по ночам, это все симптомы, которые подозрительны на длительный хронический процесс, в частности, на туберкулез. И если такие симптомы появляются, надо незамедлительно идти к врачу. Если рядом с вами ваш родственник, знакомый, коллега на работе, и вы тоже видите, что с ним что-то происходит, спокойно, не отворачиваясь от него, просто посоветуйте ему обследоваться, потому что это очень важно. Чем раньше мы выявим туберкулезного пациента, и он раньше начнет лечиться, тем быстрее мы покончим с эпидемией. Золотые слова. Уважаемые гости, спасибо большое, что пришли в нашу студию. Я напомню, что сегодня у нас в гостях были представители Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения Российской Федерации. Батарбек Мусаевич Малиев, Алексей Владимирович Казаков, Вероника Александровна Агапова, а также Олег Александрович Карамангош. Спасибо, что пришли.
До свидания.